Ассаламу алейкум. Приветствую вас, друзья. Витаю вас. Так, сейчас одну секунду. Так, извиняюсь за опоздание. Стрим у нас сегодня, давайте так, как обычно начнем. 9 февраля 2025 года, 17 часов 5 минут по Берлину. 19 часов уже 6 минут по городу Джохару. Друзья, я вас всех приветствую. Сегодняшний свой стрим я назвал следующим образом. Илон Маск дал США оружие абсолютной власти. Россия бессильна. Давайте на эту и многие другие темы поговорим. Всем, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо в фашистской России, не пишите комментарии, не распространяйте ссылку на наш стрим, ну и все остальное. Смотреть безопасно, смотреть можно, друзья. Все, кто находится за пределами досягаемости фашистских органов силовых, те, пожалуйста, будьте немножко активными. Это очень важно, так как наш канал постоянно подвергается давлению, репрессиям и так далее. Как я уже неоднократно говорил, ТикТок более свободен, чем YouTube. Понимаете? Китайский ТикТок, диктаторский, он более свободный. Так, ну давайте об этом и многом другом поговорим. Ну, перед тем, как начать наш стрим, как обычно, я хочу сообщить информацию о потерях русских оккупантов в Украине. За прошедшие сутки уничтожено и ранено 1460 бандитов российских, 11 танков, 20 боевых бронированных машин, 24 артиллерийские системы, сбит 1 самолет, поздравляю, итого число достигло 370 за 3 года уже почти войны. 83 БПЛА сбито, 127 автомобильной техники и цистерн уничтожено и 1 спецтехника. Слава Украине, слава ЗСУ. Добрый вечер, витаю вас всех, друзья. И я бы хотел вам показать, послушать, показать, к сожалению, не смогу. Видео следующего содержания. Линка, которая плавает в космосе. Это Земля. Но космос становится все более милитаризованным. Как вы это видите, особенно в отношении наземных боевых действий? Каковы ваши мысли о космической сфере в отношении наземных боевых действий, и что мы должны делать, чтобы получить необходимое преимущество? Я уже упоминал, что связь в космосе очень важна. Если вы не можете общаться, вы не знаете, что происходит. Вы не можете получать приказы, не можете передавать информацию. И неважно, человек это или дрон, им нужна связь. Так что вам нужно будет поддерживать связь. Все наземные коммуникации, такие как оптоволоконные кабели и вышки сотовой связи. Это человек, который... Так, знаете, если представить Землю в масштабе с Солнцем, и знаете, это как будто мы просто крошечная пылинка, которая плавает в космосе. Это Земля. Но космос становится все более милитаризованным. Как вы это видите, особенно в отношении наземных боевых действий? Каковы ваши мысли о космической сфере в отношении наземных боевых действий, и что мы должны делать, чтобы получить необходимое преимущество? Я уже упоминал, что связь в космосе очень важна. Если вы не можете общаться, вы не знаете, что происходит. Вы не можете получать приказы, не можете передавать информацию. И неважно, человек это или дрон, им нужна связь. Так что вам нужно будет поддерживать связь. Все наземные коммуникации, такие как оптоволоконные кабели и вышки сотовой связи, будут разрушены. Так что у вас останутся только аналоговые радиостанции, но для передачи данных вам понадобится космическая связь. И хотя на GPS уже давно влияют, глушить его сейчас довольно просто, потому что сигнал GPS слабый. Так что глушить GPS легко. Поэтому система следующего поколения, которая сможет обеспечить позиционирование, будет очень важна. внимание. Космос также может стать идеальным местом для размещения оружия, например, вольфрамовых пушек с орбиты. А как насчет оружия в космосе? Вы видите его? Это то, что я называю божественным оружием. Да. Если у вас есть, например, как в «Звездных войнах», которые показывали в 80-х, вы можете разместить на орбите кинетическое оружие или лазеры. В системе Starlink есть лазеры, но пока они маломощные. Да. Речь идет
секунду. Речь идет о том, о «Звездных войнах» идет, о программе «Звездные войны». Дело в том, что когда разваливался Советский Союз, шла гонка вооружения между Западом и сатанистским Советским Союзом, где американцы высадились на Луне и рассказывали, что с Луны, с орбиты, либо с Луны могут быть запущены атомные ракеты по Советскому Союзу. И сейчас эта программа, она тогда получила название «Звездные войны», вновь возобновляется. И если вы помните, еще несколько месяцев назад я предположил, никакой инсайдерской информации у меня не было, я предположил, что SpaceX Илона Маска, ну точнее это американская НАСА, это американская государственная компания, которая, конечно же, никакому миллиардеру, никому не дала бы допуск, если бы за этим не стояло разрешение, не было получено разрешение от государства. И тогда я предположил, что именно для этого запускает Илон Маск. Кстати говоря, Рогозин предлагал с батута запускать, а Илон Маск это делает без батута ракеты, и НАСА запускает ракеты в космос. И сейчас фактически, вот они называются вольфрамовыми снарядами. Это такая труба, диаметр трубы там, где-то 30 сантиметров и длиной 6 метров. Они размещаются в космосе. Снаряды состоят из вольфрама, который намного сильнее свинца, по-моему, или самого мощного, самого твердого металла на Земле. И таким вот образом, просто без каких-либо, без зарядов, без чего-либо, вот это вольфрамовый снаряд, он запускается просто с космоса, и он на этой кинетической скорости, на скорости на 10 или 15 махов, так называемых, со скоростью 12 тысяч, 18 до 18 тысяч километров в час. Вот этот вольфрамовый снаряд, он летит вниз и без бомбы, без взрывчатки, просто своей силой, мощью летящего вот этого падающего снаряда, это как метеорит, который падает с неба, могут пробивать вот эти вольфрамовые снаряды и бункеры, и даже атомные там схроны и так далее. И сейчас, вот сегодня, вчера, точнее, это интервью вышло Илона Маска, где он вот военному офицеру рассказывает об этом и фактически подтверждает, что Америка вновь включается в гонку вооружений, и «Звездные войны 2.0», грубо говоря, запускается эта программа. Это говорит не только о том, что Америка достигает новых высот в вооружении, но и о том, что, скорее всего, противостояние с Россией будет только усиливаться, и ни о каком мире, и мы пока можем не мечтать. Как-то так, друзья. Давайте об этом и многом другом поговорим. Также там же Илон Маск, вы, наверное, слышали, говорит о том, что есть лазеры. Лазер, он может бить точечно по одному человеку или по какой-нибудь машине. Вольфрамовые снаряды, запускаемые на кинетической энергии, они до более больших объектов предназначены для нанесения удара. А лазерные пушки, которые тоже могут быть размещены в космосе, могут бить и по отдельным мелким объектам и испепелять полностью.
Вот такая вот ситуация. Это, конечно же, с одной стороны, для России плохая новость, но и для нас она тоже может быть, знаете, ам, неоднозначная. Неоднозначная. Видя, как Илон Маск скидывает руку от сердца к солнцу, можно предположить, что это может быть очень все серьезно. Для всех это может быть. Поэтому надо за этим наблюдать, смотреть, к чему все это движется. Давайте сейчас почитаем ваши комментарии и потом продолжим наш стрим. Смотрю много комментариев. В ТикТок никто не пишет, я смотрю комментарии, а в YouTube у нас есть тут активисты. Так, ну давайте. Как думаешь, Путлер остановит войну? Я думаю, нет, война будет продолжаться. На добро с кулаками. Я думаю, что война может на время остановиться, либо не остановиться вовсе. Ну, то, что сейчас Илон Маск делает, НАСА, Соединенные Штаты, там речь идет о сотнях миллиардов долларов на железный купол, который, как в Израиле, должен закрыть всю Америку, все Соединенные Штаты Америки. И, по всей видимости, мы стоим только вот либо в середине, либо в начале этого такого большого пути. Так, пока будут ресурсы, будут воевать. Да, пока есть ресурсы. Дело в том, что для ФСБ, который является хозяином России и которые сегодня ведут вот всю эту войну, всю вот эту свою преступную деятельность, для них ни русские, ни россияне, ни человеческий ресурс ровным счетом ничего не стоит. Если вы обратили внимание, каждый раз, когда я зачитываю сообщение от Генерального штаба, то все меньше и меньше танков, все меньше и меньше боевых машин. Больше автомобильной техники, там и цистерн и так далее. А танков и БТРов не так уж и много. Самолеты практически уже не сбиваются. Вот за последнее время сбит один самолет, и это как бы считается таким большим успехом. Потому что, во-первых, и сбивать особо их нечем, потому что они близко не подлетают, а сдалека закидывают свои бомбы. И, во-вторых, не так много летает этих самолетов. Россия фактически использует просто человеческий материал для штурмов. Ну, как бы, как известно, люди тоже заканчиваются. И очень быстро заканчиваются. Поэтому для России, для ФСБ человеческий материал ничего не стоит, и они будут полностью всех высасывать. Мы об этом давно предупреждаем, что мобилизация не частичная какая-нибудь, она самая настоящая. Просто пока сколько им необходимо, столько они вылавливают, столько они забирают. Армия России увеличилась, как сообщается, была раньше до 1 миллиона, сейчас уже 1,5 миллиона. И, ну, куда их все девать? Сворачивать, сходить с этого военного пути? Ну, ФСБ не готова к этому, потому что ФСБ требует гарантий сохранить свое учреждение, свою систему. Сохранение системы ФСБ, этого учреждения, это поражение для Запада и неминуемое потом уже по факту поражение для Украины, даже если она выиграет на поле боя. На поле боя фактически украинцы выигрывают. Как мы видим, они держатся больше в обороне, но мы видим, что украинцы грамотно, очень качественно бьют врага. Но военной победы недостаточно. В тылу, в Киеве не все так безоблачно, исходя из наблюдения за информационным пространством, где КГБшники ведут себя вольготно, чувствуют себя вольготно. Как-то так, друзья. Поэтому, я полагаю, война еще будет продолжаться. Трампу не надо играться с Путиным, а надо его прихлопнуть. ФСБ это чистое зло. Абсолютно верно, добро с кулаками.
И я полагаю, что нужно понять, чтобы объяснить действия. Я предполагаю, я знать не могу, я предполагаю, что у России есть все-таки ядерное оружие, Россия представляет угрозу, и именно поэтому программа «Звездные войны», «Железный купол» над США, и вот это заигрывание с Путиным, вот это словесное заигрывание, попытка где-то как-то задобрить, заболтать, на мой взгляд, это делается из-за того, что у России есть сила. Сила, про которую они говорят, ядерное оружие, которое на самом деле представляет угрозу. И никто не хочет, чтобы на их головы падали эти ядерные бомбы. Как-то так. Что-то незаметно плохо, по крайней мере, пока. Но это может быть затянется. Я полагаю, года на 3 это еще может затянуться. Вольфрам самый тугоплавкий. Да, вольфрам при 3 или 4 тысячах только температуры, плюсовой температуры, только при этом плавится. И именно поэтому он хорош запускать его с космоса, с орбиты. Надо бить по Лубянке. Трамп же обещал рассказать, кто взорвал башни-близнецы. Почему молчит? Потому что не знает. Говорит добро с кулаками. Ну да, нужно бить, знаете, как говорил Джохар Дудаев. Говорил, когда у нас внутри нашего общества была агентура, и все, и русские обычно ее вперед бросают, ФСБ вперед ее бросает для того, чтобы спрятаться за своей этой агентурой. И Джохар говорил, голова дракона находится на Лубянке и в Кремле. И нужно бить не по хвосту, который нам подкидывают, а бить по Лубянке и по голове. И совершенно верно, нужно бить по Лубянке. Нужно ФСБ признать террористической организацией, и всех ФСБшников, и всех ГРУшников отлавливать, и всех, кто с ними связан, отлавливать и вывозить куда-нибудь в Гуантанамо. Слава богу, есть куда вывозить. Поэтому как-то так. А по поводу, кто взорвал башни-близнецы, за башни-близнецы, за взрывами, за уничтожением домов и потом атака на Пентагон была совершена Россией, русскими. Об этом прямо говорит Боровой, который сейчас, мы так полагаем, ФСБшники сдают всех ГРУшников. И в этом контексте, наверное, Боровой это говорит. Но он говорит, что он и раньше, когда еще до самой атаки на 11 сентября 2001 года, к нему пришел сотрудник ГРУ и сказал, что они готовят атаку на Соединенные Штаты. Он пошел в американское посольство, Боровой и Константин. Он пошел в посольство, ему сказали, мы не уполномочены принимать такую информацию. Он полетел в Соединенные Штаты, там встретился либо с директором, либо с замом директора ФБР, ЦРУ, не знаю, кто там с разведки. И он доложил, что вот готовится атака на Соединенные Штаты Америки при помощи самолетов. Это он все сам рассказывает, это есть видео в интернете, все это имеется. И тогда либо не поверили, либо по какой-то другой причине оставили без внимания информацию. И после этого произошло нападение. И мы знаем, для чего это нужно было. Это один в один повторяется нападение на Израиль, когда России нужно было отвлечь внимание от Украины, мирового сообщества, Америки, от Украины. И вот таким вот образом разжечь мировой пожар революции, так сказать. Это ему не удалось, но в 1999 году, когда он взорвал свои дома, обратите внимание, то же самое, только 11 сентября более масштабно все это произошло. Тогда погибло в Америке более 3000 человек. Взрывы домов, 4 домов в самой России русскими спецслужбами унесли жизни 307 человек.
И после этого чеченцев, нас, то есть, обвинили в том, что мы взорвали эти дома, как тогда обвинили арабов, и Америка вторглась в Афганистан, в Ирак по другому поводу, в Афганистан именно из-за того, что якобы там скрывается Усама бен Ладен. И началась 20-летняя война Соединенных Штатов против Афганистана. И приблизительно вот по этому же сценарию такой пробный шар был запущен в 1999 году, когда Путин и Патрушев взрывали своих же русских, своих россиян, и затем обвинили нас в этом. И включили чеченский вопрос, чеченское национально-освободительное движение в контекст международного исламского терроризма. И с тех пор чеченцев уже на законном основании по всему миру начали преследовать, если Россия их обвиняла в том, что они являются какими-то исламскими радикалами. К большому сожалению, по какой-то причине мы допустили сами это, по какой-то причине были обмануты, я уверен. Было вот есть еще одно видео. Так, сейчас я его постараюсь найти, где оно было у меня в Facebook, сейчас, одну секунду, где Владимир Путин общается с американским журналистом Такером Карлсоном. И вот давайте послушаем, что он говорит. И я многократно ставил вопрос о том, чтобы Соединенные Штаты не поддерживали ни сепаратизм, ни терроризм на Северном Кавказе. Но все равно продолжали это делать. И политическая поддержка, информационная поддержка, финансовая поддержка, даже военная поддержка шла со стороны Соединенных Штатов и их сателлитов в отношении террористических формирований на Кавказе. Однажды я со своим коллегой, тоже президентом США, поднял этот вопрос. Он говорит: не может быть, у тебя есть доказательства? А я говорю: да. Я был готов к этой беседе, и я дал ему эти доказательства. Он посмотрел, и знаете, что он сказал? Я прошу прощения, но так было. Я процитирую. Он сказал: ну, я им надеру жопу. Мы ждали ответа. Ответа не было. И я говорю директору ФСБ: ты в ЦРУ-то напиши, результат какой-то есть разговора с президентом? Написал раз, два, а потом получили ответ. У нас ответ лежит в архиве. Из ЦРУ пришел ответ: мы работали с оппозицией в России. Считаем, что это правильно, и будем дальше продолжать работать с оппозицией. Смешно. Ну ладно. Мы поняли, что разговора не будет. Оппозиция, силы, которые в оппозиции к вам, ну, конечно, имелись в виду в данном случае сепаратисты, террористы, которые воевали с нами на Кавказе. Вот о ком шла речь. Это они называли оппозицией. Здесь Путин прямо говорит, что Соединенные Штаты Америки, и у него есть доказательства, которые он предоставил президенту Соединенных Штатов. Я так полагаю, речь могла идти об Обаме, может быть. О политической, информационной, финансовой и военной даже поддержке США и их союзников Чеченской Республики Ичкерия. Но при этом Соединенные Штаты ответили Путину, если до конца верить тому, что он говорит, что они будут продолжать эту помощь оказывать, так как это оппозиция. К большому сожалению, это не так. Мы не являемся оппозицией внутри России, хотя для Соединенных Штатов, для Запада было бы удобно нас использовать как оппозицию. Но мы боремся за то, чтобы стать свободными, а не для того, чтобы сделать кому-то удобно. Мы слишком большую цену заплатили за это, чтобы вот так оказываться вот в такой ситуации. Ну вот доказательство американскому журналисту. Путин говорит, и, наверное, есть доказательство о передаче документов президенту Соединенных Штатов, которое говорит
Путин. Вот таким вот образом мы, чеченцы, оказались в западне. И после этого нас переформатировали с молчаливого согласия в экстремисты, в террористы. И после этого на законных основаниях нас уничтожали. К большому сожалению. И мы допустили этот момент. Поэтому нужно сейчас чеченский вопрос тоже решать. Нельзя решать все вопросы и оставить вот этот вопрос без внимания. Основном видели игру, это как раз были кинетические ракеты. Нет, нет, я не видел. Вот с противостоянием России можешь пояснить, что ты имеешь в виду? Америка будет наращивать производство ослов, чтобы войти в паритет по оружию. Ресурсы будут, так как ресурсы ограничить не собираются. Вот такое противостояние. Но дело в том, что Россия рассчитывает на то, чтобы Запад устал помогать Украине, Украина устала сопротивляться, и все в долгую Путин пытается играть и рассчитывает на то, что вот все сдадутся, все выдохнутся и так далее. Но этого не произойдет, как бы Путин на это не рассчитывал. И Путин дальше, ФСБ точнее, будет дальше бросать в огонь своих людей, чтобы попробовать добиться каких-то себе возможности выжить. А так каждый день 1000-1500 человек каждый день убитыми и ранеными россиян, нам сообщают украинские военные. Это один день жизни Путина и ФСБ. Вот цена, за которую приходится платить ФСБ. Но они готовы не 1000, не 1500, они и 10 тысяч готовы, и 100 тысяч в день готовы. Правда, люди заканчиваются. Но и вот пока не произойдет истощение, полное истощение России, я полагаю, будет все это продолжаться. Под разными соусами. Вот сейчас война закончится, вот сейчас это произойдет, вот сейчас то произойдет. Потому что Россия слишком много на себя взяла. Она угрожала Соединенным Штатам атомным оружием и сейчас продолжает. Она совершает теракты. Здесь, в Европе, огромное количество агентов российских спецслужб, ФСБ, ГРУ, которые здесь находятся. И вот они, не собираются ничего, не сдаваться, не отступать, пока у них такой задачи перед ними не стоит. Значит, есть ресурсы, есть возможности, пусть продолжают, что поделать. Так, Дели Саламашхуль Аснабек Машхуль. По поводу гужевого транспорта, ослооружия. Видите, если нету студебеккеров и ленд-лиза, тогда бы и с немцами воевали бы, вот на этом гужевой тяге воевали бы. И сейчас на ослах, на лошадях, и так будут воевать в лаптях, в коре от березы вместо обуви. И вот будут дальше идти, и сколько бы их ни посылали. И потом наступит коллапс. И к этому все очень идет, стремительно к этому идет. Я очень надеюсь, что 3 года это не протянется, и в этом году произойдет все эти события. Но вполне возможно, что это может быть и на 3 года растянуться. Так, давайте посмотрим, что нам пишут здесь в ТикТок. Так, что у нас тут? Россия во всем виновата, да, Россия тебе USAID платит за антироссийскую позицию. Нет, народная политика. Мне, к сожалению, никто не платит. К сожалению. И если бы мне платили бы, я бы не говорил бы то, что говорю. Понимаешь? В том числе критикуя Америку, в том числе критикуя Германию и так далее. Но вы, русня, фашня, вы абсолютно беспримесное зло. Понимаешь? И я в этом убежден.
абсолютно ваша ФСБ, ваша империя руснявая, это беспримесное, просто абсолютное зло. Да, зла много на земле, но вы одно из самых таких беспримесных, чистейших зол на земле. И поэтому мне деньги не нужны для того, чтобы говорить правду. Я вынужден это говорить, потому что ваша свора палачей довела меня и мой народ до того состояния, что без денег, рискуя жизнями родственников, я вынужден это говорить и делать. Бывших родственников. У меня, в принципе, вы уже никого и не оставили, да? Пока ночи есть, Кавказ не умрет. Ассаламу алейкум от черкесов, мои любимые братья. Ва алейкум ассалам, брат черкес. Пока есть черкесы и ночи на Кавказе, Кавказ жив и будет во веки вечные. Да. Легализация грушников и других. Ну, знаешь, Асламбек, что происходит? ФСБ активно сдает военных. Неоднократно я это в эфирах говорил, каждый раз какие-то, когда эпизоды происходят, я об этом говорил. Говорил, что будут репрессии военных. Много генералов тогда чуть попозже, сняли. И кого-то посадили, кого-то преследуют, кого-то убили. Кого-то на мясные штурмы отправили, их уже нет. И ФСБ, понимая, что они уже проигрывают эту войну, и теперь они ее потихоньку, как в демократическом государстве. Есть генеральный штаб, и вот генеральный штаб, он ведет войну. Напал враг, отбивается. А политики, ФСБ, спецслужбы, они ни при чем. Вот воюет армия и воюет. И сейчас русские спецслужбы, ФСБ, понимая, что они не справляются, массово переходят на сторону, или делают вид, что переходят, чтобы сохраниться. И для этого им нужно сдавать кого-то. И вот они сдают. Самым ярким примером сдачи военных это была передача всех кодов и самого Дурова во Франции, Телеграм, когда он все коды Телеграм сдал. При помощи Телеграма российские военные вели боевые действия против Украины. Об этом тоже не секрет, об этом тоже все знают. И сейчас, когда вот эта ситуация разворачивается, я так полагаю, Осечкин и другие военные, я полагаю, начинают потихонечку переходить тоже на сторону. Потому что не одни же ФСБшники такие умные. Понимаете? Конечно, дураков, которых посылают на мясные штурмы, еще достаточно, особенно если платить хорошие деньги. Но по большей части, по большому счету, все думающие, все умные люди на России уже давно поняли, что эта война проиграна. И все вот то, что там разговоры идут, Путин делает вид, что с ним будут разговаривать. Он еще и надеется, что будут, хотя я думаю, что и он уже не верит, что с ним будут разговаривать, договариваться. Его задача, чтобы эта война шла, и вот он жил. Жить ради того, чтобы один день прожить, убить 1000-1500 своих людей об стену огня и свинца, который украинцы им выставляют там. Поэтому, переходят, да, массово переходят. Я им, конечно, никому не верю, я думаю, и здесь им никто не верит. Но если сдают информацию, переходят, пусть потихонечку переходят, сдают и так далее. Чем больше перейдут, тем быстрее все это закончится. Как-то так. А кто такой Саламбек? Я не понял твой вопрос. 11 сентября имеет прямое отношение к Исхаку какому-то. Что это значит? Холопы защищают режим барина. Да, Саламбек, совершенно верно. ФСБшникам надо мешки положить с сахаром. Но это они умеют, специалисты, мешки подкладывать. Там уже костыльные войска есть. Конечно, костыльные войска на гужевой тяге.
ФСБшники трусливые гниды, говорит Добро с кулаками. 5 лет назад мужик зашел на Лубянку и начал всех их мочить. Они не могли с ним справиться около 40 минут. Да, я помню этот случай. Такой отчаянный шаг, конечно, он совершил. Нужно было лучше подготовиться. Да, это было. Так и о том же, каком противостоянии вообще что-либо чешется, если России нужно просто хорошо мазать и ей кирдык. Но нет, наращивать паритет, и они еще будут рассказывать. Ну да, я тоже с вами согласен, Ур, что вы говорите, что да, нужно бить, нужно не ждать там и так далее. 3 года, в принципе, за 3 года можно было бы уже и организоваться, и собраться, и оружием, и совсем, и сама Европа, и Соединенные Штаты могли бы. Почему-то этого не делается, почему-то это не делалось. Я полагаю, ну, дают России истечь кровью. Ну, вот по-другому никак. Ну, куда девать вот эти все вот эти массы, которые банды, если Россия не ослабнет, если эти люди еще останутся со своим имперским мышлением о великой России, верящие Путину, подверженные пропаганде, ну, вот их утилизируют. И Путин, в принципе, я думаю, понимает прекрасно это все. Его задача, ну, надежда, наверное, есть какая-то, что они на что-то рассчитывают. Но я полагаю, что они сами тоже особо не верят в это все. Ну, будем смотреть, посмотрим. Так, вот мне интересно. Как будут объяснять любители Трампа то, что санкции с РФ будут сниматься? Не могу дождаться. Ну, давай ты будешь дождаться, когда снимут эти санкции. Санкции сниматься с России не будут. Вот, не будут. Будут отдельные какие-нибудь люди, которые, олигархи, миллиардеры, которые отстегнут в казну, так сказать, сдадут информацию, еще что-то сделать. Да, им, может быть, потихоньку будут. А так, с Россией, с ним наоборот, все будет только ужесточаться. Только ужесточаться. Ну, не может после всего, что произошло, Запад позволить России снова стать на военные рельсы и начать новую войну, которую она без сомнения залижет раны и начнет. Этого допустить нельзя. Ну, мазать могли бы, конечно, могли бы нанести ядерный удар, могли бы бомбануть как следует, одновременно нанести несколько там ядерных ударов. Русские, в принципе, сами ждут, что по ним томагавки вот-вот прилетят. Сейчас они уже про март говорили, сейчас уже на осень откладывают, что осенью сейчас это будет. Ну вот идет борьба, идет очень жесткая, сильная борьба. И ничего не предвещает к тому, что что-то станет лучше, что-то изменится, особенно для России. Россию ждет полный коллапс. И самая большая проблема, ее могут не развалить. Вот что самое опасное для нас. Ей могут вырвать клыки и зубы, этому бешеному медведю, и оставить его вот в таком состоянии. И самое главное, их нужно денуклеаризировать, лишить атомного оружия. Это задача номер 1 для Соединенных Штатов, я так полагаю. Об этом мало говорят, не акцентируют на это внимание, но это задача, которая основная. Сохранение системы может быть, если есть ядерное оружие. Ядерное оружие ФСБ не сдаст ни при каких обстоятельствах, мне кажется. Она когда-то сдаст, никуда она не денется, но пока она этого не собирается делать. И вообще, осло оружия как-то повлияет на переговоры? Будет Путин им угрожать? Шутка, Трампу не смешно вести переговоры со страной, у которой есть оружие, которого нет в Америке. Так. Я поверю истечению крови, но мне тревожит снятие санкций. Не дадут истечь, вот и все. Я думаю, санкции не снимут. Вы немножко опережаете события. Не снимут санкции, не снимут. Наоборот, эти санкции
они на пользу всем, ну, кроме России, на пользу всем. Наоборот, я же говорю, здесь у нас в Германии на работу россиян брать не будут. Но это связано с государственными учреждениями, конечно, но это частная фирма. Вот россиянам говорят, мы вас на работу не берем. Там, счет в банке не открывают для россиян. Это очень показательно. И это все только будет закручиваться. У россиян будут проблемы везде. Так, главное, чтобы в очередной раз не спасли бы Россию. Асланбек, это большая опасность, и по всей видимости ее могут спасать. Никто не хочет, на мой взгляд. Мне кажется, у нас обрыв, да, связи идет в YouTube. Скажите, как видно, слышно меня? Так, вроде нормально. Так, салам из Тбилиси, вива Ичкерия, долой Российскую империю. Ливан, салам, салам, дорогой. Вива Грузия, вива Грузия. А сам, правда, что Камала Харрис даст импичмент Трампу за поддержку? Нет, Камала Харрис нет. Был один сенатор, вчера выступал, и он сказал, что он будет заниматься. Может быть, Камала Харрис тоже входит в эту группу, что они будут выдвигать Трампа против него обвинения, и ему грозит импичмент. Но не раньше, чем через пару лет это все произойдет. И не факт, что импичмент достигнет своей цели и Трамп будет снят. Я очень в этом сомневаюсь. Такой заряд на успех сейчас Трамп выдает, что ничего не грозит. Ничего не грозит. Я так думаю. Я могу ошибаться. А сам вы верите в переговоры Трампа с Путиным, что это принесет мир? Мне что-то слабо верится. Но я верю, что переговоры идут уже. Разговоры Путина и Трампа по телефону состоялись. Трамп об этом прямо сам сказал. Не сказал сколько раз, но то, что состоялись переговоры, он сказал. Я думаю, переговоры и так шли все это время там на низовом уровне, более низовом уровне, чем на уровне президентов. Но войну и остановить может только Украина и украинская армия, украинский народ. Без Украины вы знаете, я поддерживаю Соединенные Штаты и всегда высказываюсь в поддержку США. Но я должен сказать, что без Украины ничего решать никто не имеет права. Ни США, ни Великобритания, никто бы то ни было. Его Величество, господин украинский народ, он должен решать. Его войны, его гражданские, они должны решать, на каких условиях, как будет заканчиваться война и вести будут переговоры. Так, предварительные какие-то согласования, какие-то там детали, они все это время переговоры, контакты есть. А сейчас поговорил Путин и Трамп. О чем говорили конкретно, не сказали, но это чисто на уровне слухов. Трамп выставляет ультиматум. И я так полагаю, предполагаю, что речь идет о том, чтобы Россия отказалась от ядерного оружия. Конечно же, полностью восстановить всю территорию Украины, вплоть и Крым и все остальное, возместить. Все на это Путин согласен. Причем они согласны давным-давно на это. Еще года 2 назад они уже согласны на это. Но они не согласны дать гарантии и убрать свое ядерное оружие. Ядерного оружия лишиться русские не готовы. Вот за это, и, конечно же, сохранить свое учреждение ФСБ. Как-то так. Давайте посмотрим. Здесь много комментариев у нас в ТикТок. Почитаем, что пишете вы тут. Еще Путин пытается поссорить Украину с Израилем, чтобы Израиль Украине не помогал. Это его излюбленное дело.
одно и то же просто мне тут забивают. Так, ну мусор один пишут, одно и то же повторяет. Так, сейчас я вот этих подхолопных уберу, а то они тут засоряют мне. Так. Очень радует, что вы только на это способны. Ну, забили мне тут все. В Украине не хватит денег выиграть. Украине хватит, Запад же помогает. Я думаю, надо отпустить цену на нефть. Опустить вы имеете в виду, да, Павел? Да, это тоже как бы в процессе, это все будет. И это будет дальше продолжаться. Это все будет дальше продолжаться. Снижение цен. Россия будет поставлена на колени. Она, в принципе, уже стоит на коленях. Просто по телевизору русским об этом еще не сказали. Но вы обратите внимание, какие новости показывают на российском телевидении. Трамп сделал это, Трамп сделал то. Ну, короче говоря, как будто президент у них не Путин, а Трамп. Каждый шаг Трампа озвучивается. Вы что? Ну так сучиться-то не надо. Будьте немножко мужчинами, да? Вы же такие были. Вы помните, как вы на Украину напали? Помните? Помните, как ваш Путин сидел, говорил демилитаризация, денацификация. То есть лишим оружия и идентичности. То есть геноцид я вам сделаю, говорил Путин. Вас, вот, украинцев по этническому признаку я вас деукраинизирую. Вы не будете больше украинцами, понимаете? Помните? Вы забыли, как что там Ленин вас там создал, вам там, вы памятники Ленину. Вы историю забыли, я вам напомню. Помните, как было? А в Буче как было, помните? Ирпени как было, как слово давали. Офицера русского коридор давали украинским военным, а потом их расстреливали. Помните же все? А что же вы так сучились-то, а? Что же вы такие оказались-то суками? Мы знали, что вы такие. Я об этом говорил. С первых дней я говорил, что я не сомневаюсь, что упадете на колени и будете кричать: «Господи, благослови Америку». Я боюсь, что когда вы упадете на колени, вас эти добрые американцы пожалеют, которых вы представляете исчадием ада. Пожалеют. Вот чего я боялся. И еще до сих пор этого боюсь, если честно. А то, что вы на колени упали уже, в этом нет ни малейшего сомнения. Понимаете? Не надо корчить из себя то, что вы из себя не представляете. Вот и все. Вот и все. Знаете, где ваша суперармия, где ваша непобедимая, русская, непобежденная никем никогда армия? Нету этой армии. Есть бичи со всех вокзалов, со всех тюрем, и бандюги, которые за деньги берут и отправляют, как мясо забрасывают, чтобы украинцев свести с ума вот этими массовыми мясными штурмами, и они просто устали убивать вас. Устали убивать вас. Поэтому как-то так. Ничего хорошего Россия ничего не предвещает. У России так плохо. Знаете, даже если это сейчас все остановилось бы, Россия уже будет долго-долго зализывать раны. А остановить сейчас это уже невозможно. За что погибли столько украинцев? Чтобы потом через 5 лет русские окрепли, или через свою агентуру, которая уже и так сидит поколениями в Киеве, снова власть захватить. Мы, чеченцы, именно это получили, кстати говоря, украинцы. Мы это получили. Мы на войне малыми силами били их только так, на маленькой территории. Они как
слон посудной лавки, большие, разворачиваться, перекидывать войска тяжело. Мы малыми группами их уничтожали. У нас свои методы были. В Украине сейчас по-другому немножко воюют. Но мы, сражаясь там на фронте, после гибели Джохара упустили момент, и агентура, которую Джохар выявлял, разогнал, она вся вернулась после гибели Джохара. И вот фактически мы оказались снова в лапах, хотя мы в военном смысле победили. Вот то же самое происходит в Украине. В военном смысле Украина побеждает, а внутри, в тылу, вот эта вся агентура действует, ну просто вопиюще. Вопиюще просто. Посмотрим. Конечно, это тоже не останется просто так. Всех уже и переписали, всех знают. И некоторые, наверное, уже и работают на Украину. Но всему свое время, как говорится. Это просто мне не терпится быстрее всех этих мерзавцев перестать видеть на украинских каналах. Как-то так. Россияне берут на работу, возможно, по политическим причинам. Но политическим, идеологическим, я не знаю. Я знаю, что Россия представляет террористическую угрозу для Германии, для Запада, для Европы. Очень серьезную террористическую угрозу. Россия должна, россияне, я как чеченец, я вам могу рассказать. Я правозащитник, я понимаю, что есть международное гуманитарное право, я в него верю, я его поддерживаю, я сторонник его. Но я хочу вам сказать, как было, когда войну вели против маленькой Чеченской республики Ичкерия. Я тогда проживал уже в Москве, и я помню всех больницу, тюрьмы, все остальные казенные учреждения. Приходилось мне заниматься и встречать поезд, самолет и так далее. Так вот, самолет отдельно для чеченцев выводили. Понимаете? На самолет ты садишься, ты проходишь металлодетекторы, потом прилетаешь в Москву, тебе отдельный проход, как вип-зона, с собаками, там все как положено, и опять ты через металлодетектор проходишь. Я возмущал, это очереди, люди устают в самолете с детьми, женщины. И ты стоишь в очереди, чтобы тебя пропустили по металлодетектору, опять свои сумки. А ты вылетаешь с Ингушетии, не с Ичкерии вылетаешь, с Ингушетии вылетаешь, тебя вот так встречают. Это касалось не только чеченцев, и ингушей касалось. На вокзал, который приезжал поезд, точно так же. Раньше он на 3 вокзала, на площадь 3 вокзалов приезжал, там, на Казанский. А начали отправлять на Павелецкий вокзал. На Павелецком вокзале специально там в такой тупик, такой, самая крайняя вот эта платформа, где тоже ОМОНы, собаки, как положено, как у фашистов это принято. Вот так начинают. Репрессии были, вымогательство, подкидывание наркотиков, патронов. На них нету номеров, поэтому не пистолеты. Либо гранату, либо патроны тебе подкидывали. Либо предлагали, вот тебе патрон, вот тебе наркотики, что выберешь. И, обычно патроны выбирают, потому что за наркотики еще дома отец по шее наваляет. Вот это все было, репрессии были, убивали чеченцев, сажали чеченцев, просто массово просто было. В Германии этого пока нет. Я надеюсь, до этого дойдет, потому что все россияне, все, кроме чеченцев, а чеченцы, связанные с Россией, тоже. Но те, кто не связаны, нет. Они должны быть взяты под полный контроль. Все. Все, кто вчера поддерживал Путина, все, кто там ратовал за Россию, уходил с флагами, все эти люди должны быть либо лишены гражданства, если есть основания для этого, либо каким-то образом взяты под контроль и так далее. Они представляют очень серьезную угрозу, террористическую угрозу для Запада, для Германии. Я считаю так. Есть еще более, чуть мягче вариант, чем над чеченцами, который был. Это когда была война США с Японией. Все японское население было интернировано, взято под контроль, где-то специальные места вывезено для того, чтобы их можно было контролировать. Вот только так можно действовать. Только так. И к этому мы, скорее всего, придем.
Как-то так. Россия процветает. Россия процветает. Да. Дай Бог, чтобы она всю оставшуюся жизнь так процветала, как сейчас она процветает. Да, Астана, Ичкерия, Грузия игнорировали Запад, но Украина сейчас в эпицентре. Украинцы используют это, по-моему, суверенитеты народов превыше всего. Да, Ливан, совершенно верно. Коммунизм должен быть осужден, как был осужден нацизм. Да коммунизма уже нет, Асланбек. А сам как таковой коммунизм уже в прошлом. Осудить нужно террористическую банду ФСБ. КГБ СССР, если брать в целом. Одного ФСБ недостаточно. Оно есть в Украине, это КГБ. Оно есть в Германии, это Штази. Там была какая-то люстрация. Но они как плесень снова опять появились. Поэтому, конечно, нужно очень много провести, большую работу провести нужно. С возвращением в YouTube. Привет, Баванятка. Баванятка. Спасибо, вернулся. Видно, государство Чеченская республика Ичкерия восстановит свою независимость. Слава ЗСУ, Литва. Киртукас, витаю вас. Дай Бог, дай Бог. Ну, восстановится государство, признает, сейчас это произойдет, в этом году произойдет, я полагаю. Может быть, в следующем году произойдет. Может быть, через 10 лет произойдет. Для нас не важно, мы продолжим нашу борьбу в любом случае. Это нам жизненно необходимо. Мы не можем остановиться, так как если мы остановимся, мы погибнем. Спасибо за поддержку, Литва. Слава ЗСУ, героям слава. В Рашке будет гражданская война, по-любому, просто так власть не уйдет никогда. Да, добро с кулаками. Гражданская война, как пишут, что это пугалка для Запада, там нет ни единой причины для такой войны, вам возражают здесь. Но я хочу сказать, что гражданская война, она не будет в классическом понимании гражданская война, что вот свободные люди с одной стороны, свободные люди с другой стороны, одной страны, начнут друг с другом воевать. Нет, будет искусственно, уже создаются искусственные симулякры. Скорее всего, это будут мусульмане, это будут больше всего, большая часть, это будут мигранты, узбеки, таджики. И с другой стороны будут там русские патриоты, которые будут бороться. Будут проводиться время от времени теракты. И вот такого плана гражданская война или террористическая война, она планируется ФСБ. Мы об этом давно предупреждали. Видно, что они к этому готовятся. Они говорят, что это Запад готовит и так далее. Я в это не верю нисколько, потому что Западу это не то чтобы не нужно, но ввязываться в это нету никакой необходимости для этого. Они могут по-другому действовать. Но, конечно, там у Запада, скорее всего, и у Украины, и у Запада есть, там и агентура есть, и контакты есть, и все остальное. Но террористическая угроза, которую ФСБ раскручивает, скорее всего, как всегда это бывает, ФСБ сама раскручивает, потом создает какие-то группы. Так было в Дагестане, так было в других местах России, когда они сами взрывают, сами создают какие-то группы, банд-группы, свои какие-то люди, используемые люди. Бывает, например, группа состоит из 30 человек, и только 2 из них являются полезными идиотами. Все остальные агенты спецслужб, которые вот из этих 2, они там создают, они не самые главные в этой, они просто какие-то там рядовые там бойцы этого там джамаата. Но 28 из них это агентура. И эти 2 потом погибают при окружении дома, когда уже их миссия заканчивается. Но когда что-то происходит, какой-то там теракт происходит, то сперва показывают этих 2. Вот смотрите, они совершили. А они вообще, может, сидят на квартире, просто молятся и готовятся
какой-то там операции. И кто-то проводит операцию и говорит, вот провели, и потом фамилии этих людей появляются. Вот скорее всего это какой-нибудь Махмудов там провел. А Махмудов, он полностью под колпаком спецслужб, там того же ГРУ, которые используют его, и потом в нужное время их двоих ликвидируют, и якобы вся группа ликвидирована. Поэтому это они умеют, это все, что они умеют, и вот таким вот образом они будут раскручивать. Ну, для этого, чтобы начать раскручивать, им нужно закончить войну в Украине, но передышка им нужна. Но этой передышки, по всей видимости, им могут не дать. Ну, посмотрим. Вполне возможно, ну, будем наблюдать. Я просто говорю свое мнение. Вполне все, что угодно может быть. Будем наблюдать. А финансировать Москву нужно? Ну, Москву финансировать — это преступление в данный момент. Вот и я о том же. Сегодня Россия террористическая угроза, а завтра снимаем санкции с партнера. Не будет этого. Подождите, не снимут эти санкции, не снимут. Я не верю, что снимут. Понимаете? С кого-то отдельно, кто перешел, доказал, что он наш теперь, что он против этой гибни выступает. С него могут снять там. Пожертвует какую-то сумму, еще что-то делает, с него могут снять. А чтобы в общем снимали санкции, до этого так далеко. Россия должна сперва стать на колени, беззубая и без клыков и без когтей. Медведь бешеный, с пеной у рта. Он должен стать на колени и покаяться. Сказать, прости, батька. И, Господи, благослови Америку, великий Трамп. Вот что должна сказать следующий президент. Это будет после Путина. Лично Путин прощен никогда не будет. Потому что он предатель. Понимаете? Предателя не прощают. Так. Украинцы, слушайте этого чеченца, они все это прошли. Очень культурный, умный чеченец. Слава Украине. Героям слава, Баха. Героям слава. Так, ну, сделать гражданскую войну, это, конечно, можно. Мы о реальной гражданской. Откуда ей быть в России? Реально не будет. Реально не будет. Войны вообще начинают, как правильно говорит Аяд Эдигов, начинают не народы. Начинают власти, правительство начинают войны. Поэтому нет никакой гражданской войны. Люди просто разойдутся. У каждого есть своя страна, своя республика в этой стране. И если бы спецслужбы, ФСБ просто немножко расслабились бы, они везде все занимают. Везде. И во всех республиках, на всех уровнях. От там, ментов до гражданских должностей, которые какие-либо государственные. Там все занято их агентурой. Поэтому... Если бы они просто оставили бы этот народ там, на год, на два, выключили бы телевизор и не долбили бы этой пропагандой, люди бы сами разобрались бы, разошлись бы, нашли бы общий язык, лидеры появились бы, все это было бы. Но этого не дают сделать. ФСБ не для этого 100 миллионов человек КГБ, НКВД убило, чтобы эту власть захватить и по поколениям отдавать передавать своим детям, а потом взять ее просто так оставить. Нет, они ее не оставят. И гражданской войны как таковой не будет. Но у войны есть свои правила, свои законы. Ее начать важно, а потом уже вот сейчас в Украину, кто едет воевать из россиян,
Да, за деньги они изначально и так далее, да, и так далее. Но в итоге, когда ваш там отец, брат, да, неважно, за деньги он туда пошел, просто убивать он туда людей, ему нравится, он пошел, неважно. Это ваш отец, брат, да, дядя там, и так далее. И вы ему там носки посылаете, еду, посылки, помогаете. Он ранения получает, возвращается. Молодежи это нравится, особенно молодым пацанам, когда видят, он там какие-нибудь подвиги совершает, медаль получает, там еще чего-то. Ведь не зря Путин говорит, что это будет новая элита России. Там. Это все обман. Никакой новой элиты нет. ФСБ как было, так и будет элитой. Да, на разные посты кого-нибудь выдернут, поставят, показать вот этим дуракам, что там есть карьерный рост, там социальный лифт какой-то есть там и так далее. И потом война живет уже своей жизнью, когда уже там этот погиб, там ранение получил и так далее. Сын идет за отца, брат за брата идет. И вот так начинается и любая война, она имеет потом уже свои законы, свои правила. И ее так, вот так, по щелчку пальцев остановить уже нельзя будет. Поэтому начать главное, начать. Ну потом, конечно, потом люди, когда понимают, что их обманывают, они останавливаются. И война сойдет на нет, но пока так, пока мы видим, что готовятся террористическую войну начать против своего народа, русского народа, чтобы он не выходил. Сейчас голод начнется, холод начнется, ну, в смысле, в этом году, в следующем году. И потихоньку люди начнут говорить, а где, за что погибали? Вон Курская область, смотрите. Курскую область отправляет Хинштейн, Александр Хинштейн. Это пропагандист ФСБшный. Это никакой не эксперт, там, не строитель, не управленец. Это просто пропагандист. Его отправляют, потому что он надежный ФСБшный человек и забалтывает людей. Суджа, Курская область уже не будет возвращена. Потому что Россия использовала газ как инструмент шантажа, давления. И теперь полностью все перекрывается. Россия не сможет продавать свой газ через Суджу и так далее. Потому что это все уже под контролем Украины. Ну, так и здесь такая, знаете, все так просто не поймешь. Каждый пытается скрыть свои слабые стороны и показать свои сильные стороны. Также и всегда везде присутствуют деньги. Это мы выступаем с идеологической точки зрения, там, с правовой точки зрения, со стороны, с точки зрения справедливости. А люди, которые ведут эти войны, военные, у них задачи абсолютно земные, материальные. Без нефти, без бензина, дизеля танк не поедет. Нужны деньги, нужно вооружение. И вот большая работа идет. Очень-очень большая. Очень. Хотелки России больше не хотелки. Россия не субъектна. Да, Россия не субъектна. Россия не состоявшееся фашистское государство. Не состоявшееся. Новая элита без рук и без ног. Да, да. А вам нужны эти наколки? Мне нет ни разу. Вот на колени, чтобы потом отрубить голову. Это не, судя по всему, не хотят рубить голову. Так. После падения режима Кадырова к власти Чечни придут чеченские нацисты, которые готовы устроить в российских городах террор и диверсии. Если Россия не захочет содержать Чечню, они не хотят независимости. Говорит, Ника, ну ты полный, конечно, извиняюсь, кретин. Никакого режима Кадырова не существует, никаких чеченских нацистов не существует. Режим оккупационный, российский в Чеченской республике Ичкерия находится. Чеченские нацисты, мои зрители знают, я уже, наверное, год предупреждаю их об этой свастике, которая у меня здесь была. У меня еще кое-что написано, не буду сейчас демонстрировать. Ну, свастика, немецкая свастика и таким под чеченский орнамент, чеченские старинные узоры, вот эти орнаменты. Под него сделана эта свастика. Я об этом давно говорю, вот вы подтверждаете. Я понимаю, что вы на работе. Вот этот комментарий мне тут пишите, потому что чисто это такой пропагандистский комментарий. И
хотят противоставить чеченцев, разделят чеченцев на два лагеря, там, религиозники, нацисты там, и так далее, чтобы опять же взять нас под контроль. То же самое, что вот я сейчас только что рассказывал про Россию. Это касается в целом про Россию, там взять с одной стороны русские там националисты, с другой стороны там исламские какие-нибудь там таджики, узбеки там и так далее. Ну и другие там мусульмане, которые будут представляться. И вот то же самое происходит с чеченцами. С одной стороны, опять же, эти исламоеды под видом проповедников, там каких-то там деятелей исламских лгут и несут абсолютную фашистскую ересь. А с другой стороны, ту же фашистскую ересь с нацистской стороны, с вот этими нацистскими свастиками, чтобы никто не перепутал. Это не просто чеченец там бьет себя в грудь, говорит, я больше чеченец, чем кто-либо там и так далее. А ему специально вот делают свастику. И вот эта свастика, она массово заброшена. Я об этом давно предупреждаю чеченцев. И я надеюсь, меня услышали. И хотя это будет дальше продолжаться, но мы должны запомнить, чеченцы, что вот видите, это подтверждение, вот этот деятель заходит, говорит, чеченские нацисты там и так далее. Это все туфта, которую спецслужбы нам российские забрасывают. Мы должны быть к этому готовы и не поддаваться на это. Так, дальше. Мы с Украины. Доброго вечера. Добрый вечер, Дмитро. Витаю вас. Режим Пушилина, режим Пашечника, то же самое. Конечно, нет никакого режима. Есть ФСБ, есть КГБ, режим Кадырова. Ну, бред собачий режим. Они давно этого добивались. Знаете, когда шла первая русско-чеченская война, начиналась вот Савастьянов на украинском, он в Америке сейчас находится, и есть такой Киселев, пропагандист российский, матерый просто, преступник, пропагандист, который дальше продолжает лгать на украинском телевидении, и с ним общается вот этот Савастьянов, тоже Евгений, и он рассказывает, как они там подготавливали чеченскую оппозицию, танки им давали. Вы видели когда-нибудь оппозицию, которую вооружает иностранное государство? Это уже не оппозиция, это предатели. Оппозиция это внутри страны, когда у меня одни взгляды, у вас другие взгляды, мы граждане одной страны, я вам проиграю, они помощью видеть танков, пушек, икеров, что и признаю свое поражение, что вот вы, да, победили. В этом случае мы оппозиция друг другу. Я могу быть оппозицией всю свою жизнь вам. Вы также можете быть оппозицией. А то, что делается фашистской Россией, это не оппозиция, это финансирование террористических, бандитских элементов для свержения власти. Свержения власти. Поэтому это нужно понимать. Так, сейчас у нас зависло, по-моему. Что у нас зависло, друзья? У меня здесь зависло все. Ага, все вроде бы. Нет, опять. Скажите, как в YouTube я имею в виду, в TikTok вроде все нормально. Что-то лагает интернет. Ага, и в YouTube тоже, да? Нет, все окей. У меня висит почему-то. Ну хорошо. Отлично, хорошо, что все хорошо. Так, на чем мы остановились? Так что вот, если они будут нам рассказывать о том, что... То давайте комментарии будем. Здравствуйте, как вы считаете, после окончания агрессивной войны, что будет происходить в мире? Будет мир и благоденствие. Будут находить КГБшников по всему миру и судить будут. Так, подождите, мне нужно... У меня интернет полностью пропал. Вот тебе здрасте. Так, сейчас я сделаю другой момент. Сейчас, одну секунду.
Так, давайте так попробуем. Восстановился интернетик, да? Хорошо. Будем так, значит. Ну, давайте дальше. Сейчас я вернусь. Где я тут остановился? Доброго вечера. Мы говорили про режим Кадырова, режим Пушилина и так далее, Пасечника и так далее. Поэтому вот таким вот образом я хотел рассказать, закончу мысль, что они представляют, что есть какой-то режим Кадырова, что они финансируют, Россия финансирует какие-то чеченские вооруженные силы, у них есть какое-то ПВО, противовоздушная оборона и так далее. Это все обман, это делается специально. Когда Яндарбиев поехал, президент, исполняющий после гибели Джохара Дудаева обязанности президента Чеченской республики Ичкерия, Зелимхан Яндарбиев поехал на переговоры в Москву с русскими, там как раз вот, демонстративно Ельцин, ФСБ хотели сесть во главе стола, а напротив, друг против друга, посадить Зелимхана Яндарбиева и Доку Завгаева, Доку Гапуровича Завгаева. И вот таким вот образом они хотели показать всему миру, что у нас идет гражданская война и так далее. Гражданская война у нас не идет и идти не может. Гражданская война может идти только между свободными людьми. А еще раз, тот, кто берет оружие, деньги еще ладно, где-то финансирование для своей там, политической деятельности, оппозиция еще может допускать из-за границы. Но ни вооружение, ни танки, ни пулеметы, ни убийц, ни наемников и так далее. Поэтому, чтобы, как бы ни говорили, никакого режима Кадырова не существует, как бы они нам пропаганду не вещали и так далее. Не существует режима Кадырова. Есть режим оккупационный российский, и гауляйтер установлен. Он может быть чеченской национальности, русской национальности. Мы вообще не знаем, Рамзан Кадыров чеченец или нет, по факту. Может быть, это и не чеченец вовсе. Поэтому как-то так. Ну, даже если он был чеченцем, он россиянин. Он же сам говорит, что он русский, россиянин, он Россия и так далее. Поэтому к нам это никакого отношения не имеет. Пошли вон. Водки нет, русский Иван, иди домой, Деон. Иди с нашей земли домой, Деон. Пошел отсюда. Водки нет. Асан, как считает, можно ли считать в Беларуси режим также оккупационный? Или это просто диктатура? Эта диктатура оккупационным режимом, ну, с одной стороны, можно его назвать оккупационным режимом, потому что он находитесь под оккупацией КГБ, БССР в данном случае. Ну и больше, если брать в целом, то это, конечно, в Москве, на Лубянке, да, главному КГБ СССР, центральному аппарату подчиняется белорусское КГБ. Но в этом смысле, классическом смысле, если бы Беларусь сражалась бы и был бы свой президент, своя власть, они все погибли или эвакуировались, и потом произошла оккупация, вот в таком случае можно было бы назвать оккупационным. Ну, сейчас в поколение Беларусь так и не вырвалась после распада Советского Союза, так и не вырвалась, как в принципе почти все советские республики, кроме 3 балтийских республик, которым удалось, это и то не без проблем это у них было, хотя кажется, что они там все идеально сделали и так далее. А так везде остались те же КГБшники у власти, те же. Грузия вырвалась в этом смысле, Украина вырвалась, и то видим, как сейчас кроваво она вырывается. Это все продолжение попытки сбросить с себя оковы вот это влияние КГБ. Поэтому можно назвать Белоруссию режим диктаторским, КГБшным, который так свободу после развала СССР не получил. Но вот как в классическом смысле оккупационным его назвать, как, например, в Ичкерии, нельзя, я думаю. Пока, я думаю, нет. Потому что, ну, не было оккупантов, открытых, вошедших и так далее. Хотя режим, конечно, российский. Так.
Беларусь, советская власть вообще не уходит. Да, об этом речь. У них союзное государство. Да, вы совершенно правы, УР. Белорусы, по большому счету, в принципе, были согласны на это. Никаких протестов, недовольства. Да, против Лукашенко мы видели, а против России никто не выходил. Никто не возмущался. Да, наши братья там и так далее. И как бы все это время молчали. Хотя всегда было недовольное пассионарное движение в Беларуси на протяжении советской власти было и вот в это так называемое демократическое время. Но по большей части оно было таким небольшим и не воинственным, скажем так. Так, давайте почитаем, что вы пишете в ТикТок. Ва алейкум ассалам, око за око. Машвовер борз. Ты сам веришь в то, что ты говоришь, или гранты отрабатываешь? Верю, Алекс. И гранты мне никто не платит. Но я бы не прочь был бы получать гранты, если честно. Потому что уже надо. 10 лет я этим уже занимаюсь здесь. И нужны деньги. Но не обмен на мою независимость. Нет. Я откажусь. Денег, если мне нужно будет отказаться от своей независимости. Так. Никогда Русня не развалится, это 100%. Ну, посмотрим. Ее никто не хочет развалить, вот беда. Ну, ее я тоже, на самом деле, я ее хочу развалить за то, чтобы ее развалили. Для того, чтобы вы не представляли для нас угрозу, чтобы вы дали нам жить свободно. А не так, чтобы вам навредить там и так далее. Живите как хотите, просто от нас отстаньте. Уберите свои. Водки нет, Иван, давай, дуй на свою эту Рязань и там живи, короче. Уйди с моей земли. Что тебе так? Ну, фашисты не уйдут, у них другое мир. Пока по башке не получат, вот 800 тысяч уже убитыми ранеными. Трамп, правда, говорит побольше убитых раненых. Посмотрим. Как-то так. Так. Долой Российскую империю. Амин. Да здравствует независимое государство из Ичкерии. Официально признано Украиной и Грузией на юридической правовой основе. Амин, Ливан. Спасибо тебе большое. Спасибо за эти слова. Это важно, то, что ты говоришь. То все не поймем просто не за Русню. Да, чеченец не хочет независимой Чечни, он хочет Москву. Ника, ну если бы мы не хотели бы независимой своей страны, наверное, вы бы 20 лет не воевали бы и не убивали бы нас 30%, понимаешь? Понимаешь, тогда мы просто там убили Дудаева, там несколько еще других, остальные разбежались бы. Конечно, мы хотим независимость, но когда весь мир нас предал, свои принципы настал, он не клялся, нам ни в чем не обещал, свои принципы, сам себя Запад предал, весь мир сам себя, арабский мир,
западный мир, все нас предали, себя предали в первую очередь. Себя и нас, потому что мы поверили, мы, к сожалению, поверили, да, что можно рассчитывать и надеяться, что принципиальные парни, с которыми мы имеем дело. К сожалению, мир оказался немножко не таким, как нам казалось, как мне, например, казалось. Поэтому Москва нормальный город, красивый город, но почему нельзя, если Чечня, Ичкерия независимые, пролетать в Москву? Какие проблемы? В Москве живет десятки тысяч, 50, может быть, 100 тысяч чеченцев, которые уже родились там. У меня дети родились в Москве. Никаких вопросов, проблем, в принципе, не должно было бы быть нормальными людьми, с нормальными государствами, с человеками, так сказать. Ну а с вами, видишь как, для того, чтобы прилетать в Москву, нужно быть колонией Москвы. Ну что за свинство просто, ну что за глупости. Ну давайте мы вас пристегнем сейчас к Украине, ну или к нам пристегнем, будете большой нашей провинцией, будете все в город Джахар перечислять деньги, и мы потом будем решать, кому вам что там дать, кого вас выселить, кого вас на войну отправить, кого вас онкологией заразить, кого над вами эксперименты поставить, называть вас там чурками, мурками, там еще чем-то. Давайте так сделаем. А когда нам другого выбора не остается, ну что ж, мы выживали и в советское время, и так называемое ваше вот это царское время. Выживали, конкурентными были, всегда причем, всегда. Просто перестаньте нас убивать, дайте нашей молодежи учиться и тренироваться, и равных нам в этой вашей фашне никого вы не найдете. Не значит, что мы самые лучшие, но у нас много очень достойных, конкурентных людей. Поэтому, ну вы нам этого не дадите, понимаете, вы фашисты. Вы фашисты, самые настоящие фашисты. И мы не хотим жить ничего общего иметь с фашистами. Мы хотим, чтобы вы возместили нам ущерб, который нанесли за убийство 300 тысяч наших граждан. Я хочу суда над вашей страной, над убийцами моего народа. Все, что меня интересует. И любой русский, который знает, что его ФСБ взрывало его дома, русских, причем самых бедных районов взрывали. Там какой-то расследователь обратил внимание, что дома из самых неблагополучных, самых бедных, потому что они самые незащищенные, они своих прав не знают, не образованы, бедные и так далее. Адвокатов нанимать денег нужно и так далее. Поэтому в этом смысле эти русские, которые понимают, что ваша страна из себя представляет, ваши спецслужбы, мы с ними на одной стороне по факту должны быть. Как-то так, да. Ва алейкум ассалам, Муидин. Слава Аслан, слава Україні, свободу Ичкерии. Героям слава. Азербайджан, витаю. Все хотят Москву, если ты не заметил. Да, кстати говоря, украинская армия, ЗСУ тоже очень в Москву рвется. К чему бы это? Наверное, в клубах хотят потусоваться, московских. Так, каждого бутылку водки, 3 дня и рашки нет. Пока чеченцы в составе Россиюшки, они будут жить где угодно. На России более-менее прилично жить в Москве. Когда Москву снесут, чеченцы кто-либо переживать не будет. Просто переедут домой. А как Рим, Византия развалились, все империи падут, долой империализм. Амин, Ливан, амин. Совершенно верно. Бахадир Юнус Асан, я тебя слушаю, я хочу приехать и продолжить правду. Бахадир, если ты находишься в России, ты не должен это писать. Ты находишься в угрозе. Это для твоей жизни, для тебя, это для твоей семьи это небезопасно. А так выезжай, делай, борись. Слава Богу, интернет есть, Google, YouTube есть, TikTok есть. YouTube я уже очень недоволен, я YouTube.
Ичкерия будет свободна и независима от московских оккупантов и их шестерок. Но это будет после поражения Москвы. Совершенно верно, Дмитро Коваль. Витаю вас. Надо освободить Москву от холопов-чекистов. Совершенно верно. Вот это самое главное. Нужно сперва определить, кто является главным врагом. И потом уже дело пойдет. Поставить диагноз, так сказать. Что насчет русских, которые выгнали из Чечни и резали? Александр, а что насчет распятого мальчика в трусиках в Украине? А то, что 8 лет бомбили Бомбас, а что насчет этого? Вы лжецы, это ваша пропаганда, это ложь, которую вы нагнетаете, наговариваете на нас. Сейчас-то ты тут пишешь, что гнали из Чечни и резали. Так вот, в начале, когда войну вы начинали, вы не говорили гнали и просто резали. Вы говорили, что геноцид идет, 100 тысяч русских вырезали, массовые там захоронения есть и так далее. Вот это все нагнетали. И ваши спецслужбы, ваши российские спецслужбы собирали по всей России из тюрем вот этих черноволосых, брюнетов, там, 3-10, и закидывали банды, которые совершали преступления. И да, присоединялись, чеченцы тоже в этом принимали участие. Это тоже правда. Но их был 1-5% от всего криминогенной обстановки раз. Плюс это была пропаганда. Про как распятый мальчик в трусиках, там съеденные снегири. Ну вы помните, как массово все это там про нацистов, про украинцев накручивались. Точно так же. Вы лжецы, вы наглые лжецы. Понимаете? Вы наглые лжецы. Покажите массовое захоронение. Покажите. Вы все сделали со всеми, кого вы заподозрили, кто воевал против вас. Вы же оккупировали территорию. Она находится пока под вашим контролем. Где массовые захоронения, убийства? Где люди, которые совершали геноцид русского населения? Вы же судите за терроризм, за Беслан, за Норд-Ост, там, 3-е, 10-е, где вы же находите. Ну, покажите за геноцид. Нету таких. Это ложь, это обман. Самый настоящий обман. Фейк, выдуманный для того, чтобы напасть. Восстановить конституционный порядок, так называть. То есть ваша фашистская, вот эта ублюдочная конституцию вы нам, ваши порядки навязали. Вот вы видите. Теперь у нас там какие-то головорезы, бандиты. Вот вы называли боевики нас, чеченцев, борющихся за свою свободу, вы называли боевики. Боевик — это вооруженный бандит, который цель нажива, зарабатывание денег. Вот сейчас вы поставили у нас боевиков, вооруженных бандитов, которые цель зарабатывать деньги. Плевали они на вашу Россию. Плевали, они бабки зарабатывают. Бабки как можно больше, как можно больше. Вот хапают. Вот все. Ваш уровень. Вы с генералом Дудаевым, бывшим советским генералом Дудаевым, не нашли общий язык. Потому что у него были принципы. Это был человек чести, дворянин духа, аристократ духа. А это холопы с Лубянки, с Кремля, это бичье разное. Вам такие не подходят. Вам нужен вот как Рамзан Кадыров, вот такие же уровня Путина этого. Вот кого вы поставили. О чем вы говорите? Вы людоеды, понимаете? Вы должны это осознать, я до вас донесу эту мысль. Вы людоеды, вы фашисты, понимаете? Причем фашисты, которые вот убивают людей, едят, вот в этой все каши находятся и там рассказывают о величии своей страны, кушают, сидят за столом, там вино попивают. А все это вот кровавое месиво вокруг. Вот вы кто. Вы самые настоящие людоеды. Вы принесли нам такое горе, которое ни один народ не получал на протяжении такого долгого времени, как вы принесли нам. Понимаете? Много было геноцидов на земле, военных преступлений, преступлений против человечности. Но то, что вы делали с нами, никогда ни над кем никто не делал. На протяжении более 3 веков. Понимаете? И мы это не забыли, не забудем никогда. И никогда не переделаемся. В этом и есть наша сила. Не в том, что мы там танк можем подбить. Или мы там в атаку можем втроем идти против вашей роты. О том, что мы никогда вам не покоримся. Просто не сломимся. Понимаете?
И те, кого вы еще вот это подкупленные, все это за деньги. И они остаются чеченцами. И в душе чеченцы, и вы с ними считаетесь, вы вынуждены их признавать. Понимаете? Потому что они не стали русскими. Они даже в этой ситуации не стали русскими. Понимаете? И вот это вас бесит больше всего. Вот с этим вы не можете справиться. И вы не справитесь с этим никогда. Можете понять? Просто поверить, понять вы не можете. Потому что вы только понимаете, что любой человек, можно его сломать, переделать. Нас нельзя переделать. Убить можно, покорить нельзя. Оккупировать можно, в тюрьму посадить можно, кандалы одеть можно. Покорить, переделать кору нашего головного мозга, изменить сознание наше, вам это не подвластно. Понимаете? Нас ведет Бог по этой земле. Мы верим в Бога. Понимаете? И мы знаем, что и вы умрете. Вот сейчас мы грыземся, убиваем друг друга и так далее. Мы все умрем. Через 100 лет нас всех не будет. Понимаете? Никого не будет. А мы люто друг друга ненавидим, убиваем. Но мы знаем, что мы останемся, хоть 20 лет проживем, 50 лет на этой жизни проживем. Мы проживем ее так, как мы считаем нужно. Это наша жизнь. Мы хозяева своей жизни. Так нас воспитала наша вся история, наши матери нас так воспитывают. Понимаете? Никогда вам не удастся нас переделать. Никогда. Можно это поверить. Грузин Сталин, он понимал, что бесполезно. Не знаю, грузин он или осетин. Он понимал, как кавказец, он понимал, у него было это. Он у вас, единственный у вас там, который дорвался до власти и прорыв сделал. Потому что у него было понимание, вот это большое понимание такое, межвременное, межграничное понимание всего. Поэтому он решил полностью, хотя не только он истреблял нас массово и тотально. Вы нас депортировали, тотально сжигали, уничтожали. Вот более 3 веков, понимаете? И до сих пор вот я есть, говорю на вашем языке, понимаю вашу культуру, отлично вас знаю. И я есть, понимаете? Вы можете понять? Никакое обрусение, ничего на нас не влияет. Мы изучаем вашу культуру, мы вас знаем, ваши книги, ваших там писателей. Все мы знаем, все мы изучаем. Лучше вас знаем, лучше вас говорим на вашем языке. Но не становимся вами ментально. Это невозможно стать такими, понимаете? Лучше смерть, чем стать такими. Русские фашисты, неонацисты убивают людей во всех окружающих странах, кроме тех, кто в НАТО. Да, Дмитрий, совершенно верно. Совершенно верно. Так, давайте почитаем. Аслан, прочти мое послание в ТикТок, сейчас я читаю. Ничего не поменялось, Путинская Федерация, все как Сталин делал. Да. Ну да, вы боги, куда нам детский сад? Нет, Алекс, мы не боги, просто мы по-разному понимаем вот происходящее, понимаете? Вам кажется, что вы должны воспринимать свою власть как погоду. Ты ничего не можешь сделать. Вот есть она и есть. Дождь, снег, да, вот смириться с этим. Вот вы так представляете. Это ваше понимание этого. Наше понимание этого нет. Мы хозяева себе, понимаешь? Это простые вещи, которые тебе невозможно это объяснить. Ты обидишься, оскорбишься, что вот ты говоришь, мы боги. Никакие мы не боги. Мы такие же смертные, такие же болеем, так же переживаем, так же мерзнем, голодаем. Все как у всех. Это боги. Бог не мерзнет, боги не мерзнут, там, живут там на Олимпе и так далее. Нет, мы простые, самые простые люди. Очень простые. Чеченцы, знаешь, от нас всегда ждут, что мы какие-то суровые и так далее, и так далее. Что мы там сразу всех там, чеченец, там, вот там опасность там и так далее. А мы не такие совсем. Мы справедливые.
Понимаешь? Мы больше да, если нас уже трогают, тогда мы включаем обратку. Но если нас не трогать, мы самые договороспособные люди. Понимаешь, если с нами на равных. А вы, русские, можете только над или под. На равных вы не умеете. А мы не терпим ни над, ни под. Когда вы были рабами, ваши предки были рабами, 150, 170 лет назад, 160 лет назад, да, только отменили ваше это рабство. Мы жили в свободном обществе, в демократическом обществе, где все решалось общим мнением, где была свобода для каждой личности. Ваши русские бежали к нам на Кавказ. Ваши рабы, холопы, бежали на Кавказ. И там, получается, это была вольница, свобода там была. Это казалось что-то плохое, как сейчас вы говорите, терроризмы, там, бандитизмы и так далее. Вот тогда вольница, свободная вольница, воли захотел, мерзавец, гад там и так далее было. Вот и чем. Я не ставлю вас ниже себя, русские, я говорю ваш менталитет, я просто его знаю. Понимаете? Поэтому вам трудно объяснить. Вот ты вознес, что на Боге переключаешься. Ни в коем случае. Мы самые простые люди на этой земле. Но просто мы не подчиняем, мы не переделываемся. Понимаешь? Мы верим в себя, мы верим в свою культуру. Вот у евреев есть своя миссия, которую они несут. Вот я считаю, что у нас, у чеченцев, вот наша упертость, что мы вот стоим на своем, она тоже вот Богом заложена. Вот это наша миссия, сохранить то, что у нас было 1000 лет. Русская нация, это же искусственная нация, как и русский язык. Вы все принадлежите разным этносам, которых объединили, причем насильно, не как в Америке, добровольно люди приехали и строили свободное общество. Это круто, когда ты строишь свободное общество. А когда тебя насильно переделывают, когда ты, переплавка идет полностью, и ты соглашаешься. Самое ужасное, когда ты соглашаешься. Все, ты покорился. Отца убили, деда убили. Тебя убивают. А твой сын потом соглашается. Все. Зачем вы тогда гибли все трое? Дед, отец, прадед, там все другие. Если потом этот согласился. Нет, мы не согласны. Мы слишком много заплатили. И чем дальше мы идем, тем больше мы не согласны. Я не могу согласиться. Даже вот те, еще раз, те Кадыровы или Мудыровы или еще ГРУ, МРУ, которые у вас есть, они тоже не русские. Они себя не считают русскими. И не будут, может там один у вас там генерал есть, который называет себя русским генералом. А нет, почему? Других нет. Как-то так. Нет русской нации, есть порабощенная. Да, совершенно верно. Салам алейкум. Вот смотрите, алейкум салам, сейчас я вернусь. Вот этот Нико пишет, что ну вот он все равно, он свой менталитет, свою программу закидывает. Он говорит, что нам типа нужны деньги. Вот, они не хотят независимой Чечни, говорит, они хотят всегда зависеть от российских денег. Твоя ложь, она опровергается одним историческим фактом. При развале Советского Союза, когда КГБшники вместе с Западом решили поделить всю собственность Советского Союза и провести так называемую приватизацию и раздали всем по ваучерам по 10 тысяч рублей. Помнишь, такие ваучеры были, если ты мой ровесник, ты должен, старше меня должен помнить. Так вот, мы отказались от этой приватизации и претендовать на советскую собственность. Мы ничего от вас не хотели. Мы просто оставили вас и отделились. Сказали, вот эти все заводы. А вы у нас ничего не... Ну, вы строили, конечно, у нас там были построены заводы, там фабрики. Но основное было не в Чечне. Это в Ставропольском крае, в других местах было. А грязное, загрязняющее, это вы у нас строили.
И мы на все эти ваши заводы, алюминиевые, нефтеперерабатывающие, ни на что не претендовали. Понимаешь? Нам ваши деньги и вы, в частности, не нужны. Понимаешь? Нам наше нужно. А вы нам должны 1 триллион долларов. 1 триллион долларов вы нам должны. Понимаешь? Каждому чеченцу в среднем где-то около $1 миллиона вы должны. За убитых, за разрушенное, все. Государству, не чеченцам конкретно, а государству нашему должны. 1 триллион долларов. И мы будем у вас это забирать. Это наше. Это наше. На это мы претендуем. А не советскую собственность. Моим бабушкам, мамам, папам вы пенсии не платили. Понимаете? Мы работали на Советский Союз, все уходило в Советский Союз, а вы даже пенсии им не платили. Рассказывает он. Если мы хотели бы ваши деньги, мы бы сказали, да, мы претендуем на приватизацию, и это был бы главным вопросом, вброс был бы с чеченцем, и чечен сказал, да, давайте поделим советскую собственность. Надо было, наверное, ее делить, надо было ее прибрать к рукам. Долой сталинизм, русизм, империализм. Суверенитет народов превыше всего. Амин, амин. Амин. Ассаламу алейкум. Салам ашалду. Лей амал йочнари. Ва алейкум ассалам. Сатурпал ваш машвой, гражданин Ичкерии. Так. Давайте посмотрим, что пишут ТикТок. И мы уже больше 1,5 часа в эфире. Как время летит. Соцервол шварцти, мачо ночи, амсисес дешукас. Хас орт. Соцервацис. Из-за чего программ даушся гуис. Из-за Советский Союз шайна. Когда был Советский Союз, и вот есть такой деятель, антихрист называется. Тогда было такое массовое наседание на ислам, да, мы все знаем, на все религии, на иудаизм, на христианство, и мы знаем, сколько попов, сколько раввинов, мул было репрессировано, там, имамов расстреляно, и много чего, разрушены мечети, все мечети Чеченской Республики Ичкерия, вот я могу вспомнить, которые, вот, в Катарюрте находилась, которая старая мечеть, которая... На ней не было крыши, и были только 4 стены. И там голуби постоянно были. Мы голубей туда ходили гонять в детстве. В Очхой-Мартане, например, был ресторан, где подавалась водочка, в месте, где была мечеть. В Валерик, соседнее село от Катарюрта, населенный пункт, там был кооператив такой, или склад какой-то был, тоже так какая-то, тоже заведение какое-то было. И каждый день по телевизору выступал человек, или каждый день, или же там, видимо, по пятницам, я не помню, когда точно, но, может быть, Русбанды нашей Дешхердерцерис, сидел человек и рассказывал про атеизм, про научный атеизм. Вот этот деятель, антихрист, это двоечник. Он ничего не знает, ни про ислам он не знает, ни про вот этот научный атеизм не знает. Он что-то вытаскивает. И главное, вот с важным видом, это подготовлено, так, поставлено, так сказать. Вот и все. На самом деле, ровным счетом, этот человек абсолютно не разбирается, что он говорит, несет. Где-то он изучал, наверное, ислам, и ему дали задание вот в этом направлении работать. Другого объяснения его действиям у меня нет, потому что это абсолютно античеченское. Сегодня это разделение нас. Ну и никакой пользы против России нет. Понимаете? Никакой пользы против оккупантов он не ведет. Его задача дискредитировать весь ислам. Всех мусульман. Дезориентировать нас, разбить. И вот они работают в этом направлении. Их задача нас атомизировать, разделить нас на атомы, чтобы мы были раздельны. Без разницы на какие группы. Ваххабизм, салафизм, шиизм, там, 3-е, 10-е, атеизм, воинственный атеизм, нацизм, национализм. Главное, как можно больше нас разбить. Вот задача ФСБ. И он ее выполняет. Поэтому он не остановится. И
И чем больше мы на это реагируем, а здесь на Западе, как мы знаем, свобода слова, и я пользуюсь этой свободой слова. Если бы я был бы в другом месте, меня бы депортировали бы, заткнули бы, там еще что-то сделали. Но я могу говорить. Точно так же он может это говорить. Просто по сравнению с то, что было в советское время, он вообще зеленый вообще, он ничего не знает, он не умеет даже преподносить как надо. Я несколько раз послушал, мне просто смешно, что он говорит, никакой логики, просто наглость и напор, вот и все, больше ничего. Ничего из себя не представляет то, что делается. Поэтому раньше, в советское время, то вот тогда, да, телевизор, каждый садился в пятницу, по-моему, или в субботу, садился и воинственный атеист там рассказывал, как там туда-сюда. Я помню одну историю, когда чеченцы оказались в какой-то, не буду называть, какую республику, азиатской одной республики, советское время. И был месяц Рамадан, и они не знали, наступал месяц Рамадан, и они не знали, когда начнется этот Рамадан, и чтобы подготовиться и пост держать уже со следующего дня. Какой день, как обычно, путаница там бывает из-за лунного календаря. И они искали какого-то муллу, какого-то имама, знатока ислама. И они нашли, им сказали, там-то живет. И они на шабашке где-то были, в Средней Азии. И вот они находят этого деятеля, старик уходит, там у него там имам все знает про Коран и так далее. И его спрашивают, скажите, когда будет, это я вам сейчас скажу, это где-то 70-й год, по-моему, это так было. Он говорит, когда Рамадан, пост можно держать, чеченцы говорят, в 70-м году. А ему этот мулла, имам уходит и говорит, а вы знаете, говорит, 50 лет уже ислама на земле не существует. Вам уже не надо держать. Все, 50 с момента установления советской власти никакого ислама уже не существует. Говорит, вам не надо держать этот пост. И они вот были немножко шокированы этим знатоком ислама и так далее. Поэтому эти люди что угодно будут рассказывать. Ислам, Бог вечен. Вечен просто, понимаете? Есть проповедники, они хотят сказать, что ислам виноват. Религия, Бог виноват, а не те проповедники, которые используют эту религию для того, чтобы использовать людей. Используют эту религию, опять же, те же ФСБшники, те же ГРУшники, которые сейчас говорят и за нацизм, и за воинственный атеизм. Вот вся суть, которая делает. Сундела, воинтеда и адачон, вайдир вайдихар ацунахкиет диз ицалил дешхилча, вайцанумнахкиет диз уш вайдикрячбу. Вайдикшбу, вайдик ансар. Хинз мелла киет дюлуштуй. Мелла киета дул дельцахумна раз алинз гойшу. Израиля и туамбол бельшна тикца баганохчи. Алхамдулилlah. Цуагу баршун от Хамас юк гаск сцене бол ГРУ юк 99% уверенность бартига ночи галга сюли ГРУшник военный уж бартига. Простой молодежь, который от динцани цар ирашей из цей баршун цу Израиль цу Палестине сектор Газы цик туамба из бог ки амбушун из вайкита амбушун вайхинз лоусада делер. Простой умду из ких амнаш иш лоуз лушдац, ну ких амнашент, а вейн беш бол беш бэчшун сэнтэ. Видишь что? Поэтому мы не должны разделяться. Мы ни в коем случае не должны делиться. Да, мы можем быть такими разными, любых масхабов, любых вероисповеданий, любой человек с нашей страны, русский даже он, православный он, христианин, католик, неважно. Если он на нашей позиции стоит, мы его не должны отделять. Никого. А они делят специально. Мы должны все острые углы обходить и идти и находить точки соприкосновения. Понимаете? Вот задача. И все, что они делают только, вот обратите внимание, нас разделить.
спровоцировать, пролить кровь, что-то плохое сделать. Вот что они добиваются. Мы должны на это не поддаваться. Ma yazdi obarg madit ish, ash yazdi shashutsan godiyashdu, отсюда хирдуй, ваш хирдуй, цун кад хирдат, истхана саган уишват, это как неуловимый Джо. Почему он неуловимый Джо? Он нахрен никому не нужен. Цунидайн хирдишду, унядинак хирдуй боштега, хоку чуат цуна годокшу, обарг аяздешдуй, и вообще даяхка и комментарий. А что дают дица? Дают легче, он мадайшер. Так, друзья, я уже вышел за уже время, уже, да, мы уже почти 2 часа в эфире. Шена милу телевизор чувалгоич дин дуал хабар дуич сагварк нохчи убош. Гражданин Ичкери, вацер цаам, дух кобарк, дух ко шей, нохчи уше бош, чухиан, чуа, до сапяде дух базе, дух ишма базе, ама бен шейса, пропагандиш мабуй, иштилиреш бар, цандина да дейду, цандина, шунгура ду и дадош, Советский Союз мелчоя юбагар, цандина югар Советский Союз, ишта дейду. Аслан, смысл на казахском осыплан, будь драгоценный. Не совсем понял, но постараюсь быть драгоценным. Дик добр, даяхклай, комментарий. Иш вообще дит мекшум штат, мац аймардол штуй. Ам диш мадуй, киет диш мадуй. А что дит, аш вай цуна ок мадуй. Вай, هاي وجي حوصل سكرين شوت شو حوصل سومبوش اللي دقيش عش مويس او هاوسي شهر روبوش دات قزر спецслужб قزر цацбол исламофобш могу قزر исламофобш это тоже факт وين قام بو разные тайп он харцавиш вашцавиш куяни قام بو иштнаш так دني ما وين ما خأر عن بس تخيل باي مسيت بوس خيل قزا تايبان أدماش تايبان كولتورش أمناش إن زري تايب دق ما دور دنيا شو هذيك مقردو брат, почему наши среднеазиатские ребята биться? Ребята беса, не понял я, Богдан. Друзья, я закончу. Я закончу этот свой стрим. Давайте какую информацию? Вот вы срываетесь. Почитайте мою историю. Она почитает выше. Я писал, плиз. Так, с нас ногу сломаю. Так. Я сейчас не найду это, сейчас буду искать. Давайте в следующий раз. Доброго вечера. Спасибо, с возвращением. Спасибо, Ванетка, спасибо большое. Все, на этом закончу свой стрим. Друзья, Машу ожила без злой вочу. На этом свой стрим я заканчиваю. Друзья, давайте завтра, в понедельник, на русском, я хотел сегодня на чеченском, но почему-то вот эта тема, Илон Маск дал США оружие абсолютной власти, Россия бессильна, так меня заворожило, что я решил сегодня на русском языке провести стрим. Как вы видите, наш канал подвергается атакам. YouTube, говорят, замедляют Россию, но в любом случае наш канал подвергается атаке, как вы все это давно знаете. Поэтому помогайте, распространяйте правду, все будет Ичкерия, Далмула. Слава Украине, Ам Израиль Хай, God bless Америка, Вива Грузия, Аллах Казахстан, живе Беларусь. Всего хорошего, друзья. До свидания. До завтра. Героям слава.